А что, компаша сегодня белая? Да. Что? Да. Почему ничего? А, потому что на солнце загорят? Ну, не знаю, может. В черный, может, плохо пошло. О, они еще не играли в белой форме. На второй лиге мало играют. Честно. Все, уже конец матча.
Увага! Вручить державний гімн Республіки Білорусь. Двоих фамилий знаю. Ну, единственного. Здоровошника своего. Ну, если повезет. Ну, не видно сейчас. Либо там, либо там. А у нас... Дорогие собраты, властность прошлого працівника относится к святому нашего клуба, що зазнавальником ФК, шумом футбольний завзяток і талановитий музикант Юрій Блинов. Ушановує пам'ять хвилини тишини. Ми вітаємо сьогоднішнім матчем усіх завзятого футболу концей Ушозу. А потім такий ПК міжнародний бренд «Престижа», що повинен робити правил принесу адвокацію. А потім такий ПК «Конвей» сповнює енергію асоціари на надійних проєктів. А потім такий ПК «Компанія «Фема» Прежде стороны экономической техники. А после такого ПК экономической контролы экономики Бетсопай. А после такого ПК загрузочное функциональное территория старых торгов. А после такого ПК натуральная вода Белого. Что? Представляю вашу команду. Футбольный клуб «Настав» Проработать
номер 35 Андрей Сатович, номер 6 Андрей Шкизович, номер 10 Александр Янченко, номер 11 Александр Соловьевич, номер 12 Александр Ягудский, номер 15 Андрей Альшанов, номер 17 Равин Алиев, номер 20 Абдуласов Лаев, номер 21 вторая команда Алексей Красунов, номер 27 Антон Коровченко, номер 29 Александр Красик. Представляю нашей радость вклад включаемых протестующей команды. Номер 3 Роман Свободный. Номер 5 Павел Восходный. Номер 10 Илья. Номер 10 капитан команды Ярослав. Номер 11 Дмитрий. Номер 23 Сергей. Номер 25 Кирилл. Номер 26 Павел. Номер 23 Артем. Номер 67 Илья. Номер 89 Сергей. Володя команда Алексей Леонидович. Матч судит. Судья Первый Сергей Красиков. Ассистент судьи Виталий Береш, Сергей Кириллович. Итак, матч начался. На стадионе объявили составы перед началом матча. Минуту молчания зрители и футболисты почтили память одного из учредителей Мкачу, большого друга нашего болельщика Юрия Блинова. Отличная атака была только что. Срезал головой мяч, по-моему, Богунов был, да, после отличного передачи справа, но прямо у вратаря пришелся удар. Повторю для тех, кто не слышал, вернее, по стадиону, состав нашей команды сегодня в воротах. Номер 1 Роман Бабаев, в защите номер 5 Павел Плосконный, номер 77 Илья Джугир, номер 25 Кирилл Алексеян, в полузащите номер 8 Илья Трачинский, номер 11 Дмитрий Пархачев, номер 28 Павел Баскаков, номер 33 Артем Волович, а в защите у нас номер 89 Сергей Русецкий. Ну и в нападении номер 22 Сергей Корсак и номер 10 Ярослав Богунов. Сегодня Богунов впервые выступит в роли капитана. Так. Заброс налево на Пархачева. Пархачев принимает мяч. Дает назад к Алексеяну, немного не точно, поэтому мяч оказывается у игроков Нафтана. Они сразу пытаются быстро ответить, но вовремя возвращается в защиту Павел Баскаков. Перехватывает. Это действие Баскакова сразу поддерживают болельщики. Сегодня довольно жарко, поэтому футболистам на искусственном газоне придется попотеть. Крумкачев передает мяч в своей половине поля, пытается выйти из обороны. Переводит мяч с фланга на фланг. Только что он был на левом у Алексеяна. Вот, заброс был за голову защитников, он не удался, но мяч подхватывает Дмитрий Пархачев. Но против двоих соперников ему не удалось справиться. Нафтан переходит в контратаку левым флангом. Трехходовка. Но хорошо оттесняет соперника от мяча. По-моему, это был Сергей Русецкий. И удар от ворот.
Разыграли Бабаев плоскодный мяч. Мяч у Джигира. Джигир делает неточную передачу. Это опасно. Но долго думал темнокожий Нафтана, как ему поступить. Дальше и потерял мяч. Так, вот, значит, Павел Баскаков разгоняется. Подает пас налево на Прокачева. Прокачев. Прострел в центр. На Баскакова. Баскаков нарушает правила. Опасный штрафной будет. Это почти в метре от линии штрафной. Прямо по центру будут побивать НФК. Будет побивать штрафной. В межсезонье это хорошо делал Корсак. В первых двух матчах у него не очень получалось. Посмотрим, будет ли по-прежнему Сергей бить или кто-то другой. У мяча и Баскаков, и Прокачев, и Корсак, и Богунов. Нет, но Корсак бить не будет, он будет. Баскаков пробивает стенку. Мяч застревает в стенки и уходит на угловой. Я 13 получал. Баскаков с Багуновым разыграли. Баскаков выходит на позицию. Удар! Реабилитируется Баскаков. После неудачного штрафного прекрасно разыграли угловой вместе с Багуновым. Вышел на ударную позицию Павел и мощно пробил. 1-0. НФК ведет. Держи камеру. Я вроде закрепил. А вот и наш диктор на стадионе, который обладает самым длинным словом «гол» на просторах Беларуси. Нафтан начал с центра поля. Катшини НФК не хочет останавливаться. Пытается опять идти вперед. Так. Опять накрывает темнокожего игрока Нафтана, у которого очень длинное имя, но все в народе его называют Лавал. Так. Нафтан не хочет ставить дела в долгий ящик. Большими силами переходит на половину поля Воронов. Была попытка дать разыграющий пас в центр штрафной, но она прервана нашими защитниками. Аут. Так. Могло быть опасно, но вовремя Роман Бабаев вышел и забрал мяч в руки. Будет далеко убивать. Мяч летит в центр поля. Тут же пытается головой перепаять на Прокачева. Но слишком сильно, и теперь уже мячом завладел вратарь Нафтана. Вот перехват. Баскаков перехватил, но отдать не на кого. Три соперника. Что будет делать? Нарушение правил. Нарушение правил. Разыграет штрафной. Как никогда заряжен сегодня на борьбу Павел Баскаков. Ну, не хочу сглазить, принял 3 раза.
Ну, наверное, то, что в прошлом матче попал в запас, как-то вдохновило, в кавычках, Павла. То есть пришлось больше работать на тренировках и стараться доказывать на поле, что он достоин выходить в основе. Подает Баскаков. Дальний угол. Сбрасывал головой мяч, не вижу, кто это, наверное. Русецкий, наверное, это был. Сбрасывал так далеко, но слишком сильно, и Богунов не успевает к мячу. А мы идем. Чуть было Корсак не перехватил мяч, но все-таки он остается у игроков Нафтана. Перевод на левый фланг. Попытка обработать, обыграть. Но Волнович очень цепко взял защитника, цепился, пришлось подавать штрафной, а там Роман Бабаев. Не торопится Роман. Наверное, будет опять воевать далеко в поле. Потому что предыдущий розыгрыш закончился ошибкой Джунгира, опасной контратакой Нафтана. Далеко выбивает поле. Толчок был в спину, но Корсак остался на ногах. Один удар рядом со штангой с левой ноги Дмитрий Паркачев. Такой великолепный момент. Никто не мешал, оставалось только обыграть вратаря, но слишком уж обыграла вратаря и ворот, как говорится, Дмитрий. Болельщики поддерживают Дмитрия, хотят его вдохновить. Как в прошлый раз Баскакова, который неудачно разыграл штрафной, а потом неудачно пробил штрафной, а потом реабилитировался на угловом. Опять перехват мяч в Гатши. Эх, ну неточный пас. Нельзя терять такой своей штрафной. Но хорошо, что опять следует перехват. Это Илья Трачинский. Но опять Трачинский ошибается. И теперь штрафной уже в нашу сторону. Наверное, прихватили за руку игрока, потому что как-то игрока Нафтана. Все началось с ошибки Трачинского, который потерял мяч. В достаточно простой ситуации. Роман Бабаев руководит установкой стенки. Скорее всего, будет прямой удар поворотом. Перекидывает стенку. Он не перекидывает стенку Нафтана. Но атака продолжается. Решил пробить издали игру. Новополоска. Но удар получился неточный. И теперь мяч от ворот ведет Роман Бабаев. Предыдущий вот получился хорошим. Посмотрим, как будет на этот раз. Тут что, мы куда пойдем? Там это много Так, Корсак опять на Богунов. Богунов перехватывает мяч, забирает его, забирает. Некому пострелить, некому отдать. Ярослав пытается удар, но в такой позиции было трудно сильно ударить. Но Ярослав попытался, мяч. Вратарь легко ему владел мячом. Да, вот сейчас наш защитник недолго думал, а сразу выдал за боковой, потому что в центре штрафной пытаться принимать, обрабатывать мяч чревато. В таких ситуациях нужно действовать проще.
и не стесняться, потому что точно так же выбивали мяч и самые лучшие защитники мира. Серия рикошетов заканчивается аутом в пользу Нафтана. Быстро разыгрывают. Подача в центр. Дотягивается кто-то из наших до мяча, но очень неудачно тягивается. Головой теперь будет ворот НФК. Следует подача низом. Да, что-то странное сделал игрок Нафтана. Хотел как-то закрутить мяч то ли в ворота, то ли куда, но суть в том, что он совсем не точно. И снова Роман Баев будет мяч. Каркачев дотягивается до мяча. Он попадает в Багунова, но он не упускает, но мяч все-таки перехватывает игроки Нафтана. Нет, все-таки аут. Все-таки упустил мяч за боковое Владислав Багунов. А нет. Оказывается, мяч будет водить НФК. Кирилл Алексеян это сделает. Не поняли сейчас друг друга. Алексеян и Баскаков. В итоге удар от ворот. Кирилл наконец-то восстановился от травмы. Опять же сплюнул 3 раза. В прошлом матче он вышел на замену, сегодня уже в основе. Наши болельщики решили поддержать команду. Потому что в последние минуты все больше атакует Нафтан. Большими силами, скажем. Хотя острые моменты, если мы запомним, что больше возникали у как раз Новополоцка. Борьба Валовича с игроком Нафтана закончилась падением последнего. Поэтому гости будут разыгрывать штрафной. Следует навес штрафную площадь. Красиво падал игрок Нафтана, но судья не поверил, что было нарушение. Перехват мяча. Багунов получает, но и тут же теряет. Немножко недодача получился. Недодача, но он боится до последнего. Прижались как-то вороны к воротам. Надо немножко отодвинуть игру от своих ворот, а не пятиться. Так, еще одна подача. Ошибка Романа Бабаева. Вышел на перехват, проскочил мимо мяча и гол. Легко разобрался с пустыми воротами, как говорится. Игрок Нафтана. К сожалению, стоит признать, что большинство голов в этом сезоне НФК пропускает после ошибок вратарей. Да, вот не использовали 2 прекрасных момента и на ровном месте вот получили. Всегда бывает. Дина Каркачев забрасывает на Баскакова. Догонит Павел. Мяч гоняет. Обыграть трудно. А вот в пользу Нафтана. Рощинский пытался отобрать мяч, но
Не получилось, поэтому Нафтан по-прежнему идет в атаку. Левым флангом атакует. Была попытка навесить штрафную. Ничем не завершилось. Серия неточных передач. Мяч опять у Нафтана. И снова подача штрафную. Опять было как-то странно, неразбериха, но мы все-таки в конце концов выбили мяч. Ворона из штрафной. Опять дальний удар, опять очень неточный. Роман Бабаев ведет мяч в игру. Центр поля разыгрывает мяч, но до передачи на Баркачева, но чуть-чуть боялся залезть таки в офсайд залез Дмитрий Баркачев, поэтому даже если бы он принял мяч, все равно позвучал судейский свисток. Долго думаю, что это голкипер Нафтана, куда ему выбить наконец мяч. Но в итоге пробил сюда. Выбил удачу, но то на уроке Нафтана потеряли мяч. Так. Ну, Баркачев как бы намекал Багунову, что иди вот вперед, но Ярослав понимал, что он в положении вне игры, и поэтому не пошел сам. Надо было Дмитрию самому продолжать атаку. Да. Упущена еще одна возможность для быстрой контратаки. Разыгрывал Нафтан какую-то очень хитрую комбинацию. Последний пас показался неточным. У нас меняют автора гола. Павла Баскакова. Выходит Максим Талейко. Не знаю, что случилось с Павлом, какая-то микротравма. Косов выигрывает борьбу, пытается. Будунов борется. Багунов пытается в одиночку всех обыграть, но это слишком авантюрно. Рощинский. Ну, это правый фланг. Опять рискованно. Ручицкий пытался выйти в угол, но вовремя опомнился. Отдал пас назад. Подача на фланг, неудача, но... Судья как-то правильно купился на возгласы игроков Нафтана, что мяч упал, что Корсак сыграл рукой. Но, по-моему, такого не было. Ну ладно, ему там ближе виднее. Так. Еще один штрафной в пользу Нафтана. Подгон, оставайся, Талейко твое место пойдет. Дальний подгон, оставайся. Как говорится, хорошо поставился игрок в желто-синей форме. Защитники убивают мяч, по-моему, это был Пасконный. Но недалеко. Да, что-то все больше атакует, и Нафтан как дома себя чувствует.
Ну, теперь рукой сыграл игрок Нафтана, это уже очевидно было. Джугер, плосконный Джугер. Ищут продолжение атаки. Крумкадши. Опять мяч возвращается к Джугеру. Плосконный будет подавать, потому что Качев принял мяч, надо с кем-то отыграться. Идет заброс на Корсака. Хотел перебросить, но было мало пространства, это хорошо сыграл Корсак, но все-таки не удалось отыграть вратаря. И мяч неудачный, когда уже не было в воротах голкипера, мяч скочил не к Ярославу Багланову, а к сопернику. К сожалению. Эх, один был Корсак, но зачем-то отдал мяч назад. Вот, так. Ну что, неточный пас дает Талейка, но было все перед его глазами. И слева был свободный Алексеян, и Корсак был свободен. Опять штрафной. Зарабатывает на... Вроде уже отобрал мяч игрок МФК, но потом зацепил ногу соперника. Не хватило на баллон. Очередной отличный удар в наши ворота, и мы уже проиграем 1-2. Да, голкипер наш вообще не выручает. Нет, честно говоря, удар, конечно, замечательно вышел в самую девятку. Но пропускать после каждого удара тоже хорошо. Начали с центра поля. Теперь придется идти самим в атаку. Надеяться на то, что Нафтан нас не накажет. Склонный на Алексеяна. Колени уже затрясут. Скажи, что на замену. Голы пропускают все необязательные ситуации. Первый был вообще ошибка. Второй штрафной, которого можно было вполне избежать. Джугер на Корсака. Догонял мяч, по-моему, Русецкий, но мяч догнал, но самого потерял. Было опасно, но как раз забрать мяч у Талейка. Долго думал Волович. Вовремя не отдал пас направо, и опять контратака
Нафтана. Ну, красиво падал Нафтана, не знаю, было ли нет нарушения, сюда плохо видно, но судья не назначен, значит не было. Багунов решил все-таки взять на себя, пошел. Надо было вовремя остаться с мячом, но решил повторить трюк, как в игре с Лидой. В этот раз защитники не позволили пройти. Лука же при таком обилии защитников могла пройти эта передача. Но хорошо, хоть перехватили в конце концов. Сейчас прессинг со стороны на Полоска, поэтому разделили обстановку направо. Осетский, Крачинский. Так, где нужно оставаться с мячом. Ну не так же, но... Да. И простейшее делаем в обороне, а потом удивляемся, почему пускаем голы. Штрафную площадь. Бабаев не решился. Выходить на такой сомнительный перехват. Игроки нарушили правила в атаке, поэтому мяч будут водить Крумкаджи. Не хватает явно скорости сейчас НФК для того, чтобы быстро выходить в атаку. Успевают Новополоцки вернуться и прессинговать на нашей половине поля. Все это заканчивается потом штрафными, опасными. Мяч ушел. Аут. Великолепная атака. Прокачев ушел от защитника. Подал в центр, но другой защитник все-таки дотянулся раньше. Замечая выбил его угловой. Раньше Корсака, который... Договаривается с Толейкой и Багунов. Решает подавать мяч. Подача прямо на голову защитнику, который держал в ближней штанге. Крючок. Крачинского толкает. Либо в спину. Штрафной. Так, Толейка попробует повторить подачу в штрафную. Может, то, что не получилось с углового, получится со штрафного. Идет подача, ну, вратарь дотягивается до мяча. И тут же его отправляет в контратаку своего игрока. Вот. Пытаются прессинговать МФК, но как-то очень не смело.
усилим пару игроков. Ну вот. В то же время большое количество защитников как-то не спасает. Речки по ситуации призывают идти вперед. Плохой был заброс на Дмитрия Прохачева, но все-таки сильно. И голкипер раньше у мяча. Пора все-таки снова спрессинговать, но... Так, травма небольшая по повреждению игрока Нафтана. Дошло до того, что в отборах пришлось поучаствовать Сергею Корсику. Да. Ну, то есть после футбола там часов 5. Возобновилась игра. Да. Ошибся Русецкий. И мяч снова на втором. Далее идет Кира! Да? Можно даже еще полезно. Можете после 5 рублей дать, я там на это буду взять. Так. Мяч отскочил Багунова, казалось бы, хороший момент для контратаки, но тут по страховке был защитник Нафтана. Не дал Ярославу разбежаться, более того, отобрал у него мяч. Так. Ну вот, можно начинать контратаку. Алейка, думаешь, как и что ему поступить. Один подключается, отличный пас. Пас на Алексеяна, но не дошел. В итоге он оказался голкипером гостей. Замена вратаря у нас. Вместо Романа Бываева выходит Владимир Лойко. Да, как-то не уверенно Роман сегодня играет. Сегодня и предыдущий матч. Замена вполне себе понятная. И вместо Артема Валовича вышел Александр Шинецкий. Надо укреплять защиту и вратарскую позицию. Артем Валович, да, по-другому? Номер 17 Александр. Какая-то агония. Агония. По-моему, МФК не хватает уверенности в своих действиях, не верит в силы своих игроки почему-то. После первых матчей как-то подкосило. У него первый гол сегодня предел уверенности, потом началась старая болезнь. Теперь штрафной зарабатывают игроки Нафтана.
Беларуси нефти нету. До последнего боролся игрок Нафта, но все-таки последнего сражался игрок НФК и не дал ему подобраться к мячу. Владимир Лойко вступает в игру в прямом смысле. Первый удар его далеко вперед. Ткачев сражается, выигрывает мяч, Строчинский. Строчинского убивает Безногинова, но аут в пользу НФК. Алексеян на Прокачева, Строчинский упускает мяч. Только сегодня не в своей тарелке Илья. Пока очень много ошибок допускает. Давайте встанем, 43 сейчас будет минута. 43-74 минута будет минута опять молчания. Здесь Юрия Блинова. Ребята, встаньте, 43-44 минута, молча аплодисменты, просто отдохнуть, 43. Чуть-чуть в сторону. Чуть-чуть в сторону. И на этой минуте мы пропустили гол третий. Вратаря, скорее всего, поменяли из-за лимита. Да, точно там у нас. Да, Воловича надо было менять. Волович, поэтому нужно было выходить второй молодой. Вышел Владимир Лойко. Если вы не знаете, в регламенте написано, что на поле должны присутствовать 2 игрока до 20 лет. На стартовом составе это были Джугер и Волович, но вот Воловича решили заменить на более опытного Шинецкого, пришлось выпускать молодого игрока.
Конец первого тайма. Выиграем 1-3. Тряхните!
Что-то тут. Попал. Один задел. Официальные партнеры Престижа, Ангел, Тома, Децабаль, Загреб, Товарищ, Правильная вода, Правильная вода. Да, когда свисток будет стартовый. Да, конечно. Что, пошло там? Да. Начался второй тайм. Сейчас посмотрим, есть ли у нас замены в составе. А ну раз никто не выходил бровки, то замены нету. Ни у нас, ни у гостей. Первая атака пока закончилась ничем. Мяч возвращается. Бойко. Джугер смотрит, куда продолжить. Следует заброс на Корсака. Корсак приводит в центр головы, но там игроки Нафтана гораздо выше, чем Багунов. Они его оттесняют мяча. Колейков направо на Корсака, но там не игры зажигает. Линейный судья, арбитр. Травму получил игрок Нафтана. Вызывают врачей. Вот первый номер. Помогает Ярослав Багунов вывести игрока за бровку, там ему оказывает помощь. Голкипер Нафтана разбегается, вводит мяч в игру. Здесь Джугер выигрывает прямой мяч. Багунов. Из троих игроков, естественно, он выразил не все смог, но работал аут. Так, Русецкий сбрасывает. Корсак. Хотел Багунова отправить вперед, но тот перехватывает. Колейка опять. Значит, Багунов. Кстати, его не заметил. Не заметил Багунов, что к нему сзади подкрался игрок Нафтана. Мяч по-прежнему ЛФК. Пытается сразу же взять игру в свои руки, игроки ЛФК. Но такая чемпионата игра опасными контратаками соперника. Выводит Тасов. Тут же контратака. Да, большими силами будет идти.
Тренер Нафтана показывает, что игрок лежит на поле, но судья уже не верит, потому что понятно желание. Отличная была возможность у Корсака, но немножко не отработал мяч и ворот будет убивать игроки Нафтана. Карамаев возвращается в игру. Новополоцкий игрок. Так. Главный тренер Нафтана выговаривает судье, что он не заметил лежащего игрока. Пока уже предупреждает главный арбитр помощника тренера Нафтана, чтобы вел себя корректно. Наконец игра возобновляется, удар от ворот. Талейка ведет выходит борьбу, Корсак. Ткачев пытается продолжить, но в итоге мяч опять. Лучецкий сражался с игроком, Нафтан выиграл эту борьбу, ввел мяч на Бабунова. Бабунов неудачно принял, вышел мяч за боковую. Но это редкий случай, Ярик не смог обработать мяч. Нафтан вводит мяч в игру. Бросает далеко вперед. Здесь Шинецкий отборолся, отобрал мяч. Разворот атаки, плосконный налево на Алексеяна. Ох, Алексеян как-то очень неудачно тоже обработал. Значит, пришлось нарушать правила. Так можно получить и карточку за срыв атаки. Пока арбитр, да. Я показался кто-то карточку не вижу. Записывает. Наверное, показал желтую карточку Алексеяну. Понятное дело, не спешат. Вот такие вот быстрые, острые ответы. Но в этот раз он не получился, потому что заброс за спину защитников НФК получился слишком сильным. Так. Теперь уже НФК в атаку. Талейка. Мяч у него с ноги сваливается с ноги. Ну, исправляется сам Талейка. Так. Боковой арбитр показывает. Как-то не потеряли между собой мяч. Боковой арбитр главный. Боковой сказал, что мяч он уводит НФК. А главный изменил решение бокового. Сказал, что Новополоцк нужно вводить мяч. Теперь уже Нафтан атакует. Передачу направо. Игрок Новополоцкий мог принимать мяч, но тогда он оказался в положении вне игры. Поэтому он просто не дотронулся до него и дал ему уйти за линию. Сетский в одиночку хотел пройти весь фланг, но не дали. Талейка. Подача. Голкипер Нафтана слишком высокая была. И было ему легко его владеть. Разминается Евгений Чеботаренко. Ждет паузу в игре. Понятно, что нужно усиливать атаку, а у нас в таком счете терять уже нечего, надо идти вперед.
Номинально Чеботаренко полузащитник, но в нескольких матчах он в межсезонье играл нападающий. Забил даже несколько голов. Судья опять не заметил замену. Не заметил знака бокового. В центре Шинецкий на Толейко. Толейко разбегается направо Русецкого. Русецкий обыграл игрока, подача. Но не успел Прокачев до мяча. Но сейчас последует замена. Наверное, Прокачева и заменит, скорее всего. Вместо Прокачева будет Дмитрий Прокачев, выходит Евгений Чеботаренко. Возвращается он теперь на половину гостей. Опять что-то мудрят в защите. Очень как-то опять не разобрались вратари и защитники. Один сильный пас, это Шугер отдал очень сильный пас. Новика тот пришлось выбивать. Выбил неудачно и чуть не привезли себе 4-й гол. Как так? Ну, троих игроков обыграл игрок Нафтана и опасно прострелил. Опять, ну что ж такое, теперь Толейко ошибается. В этот раз Владимир Ловко выручил команду. Может и дальше получится. Так, наконец-то активировался наш тренер. Вышли, поджали. Алексеян далеко сбрасывает мяч, но... Толейко спускает. Чеботаренко. Принял мяч. Вроде бы был толчок в спину, но судья не зафиксировал нарушение. Наоборот, нет, зафиксировал только со стороны игрока НПК. Он сыграл рукой, когда упал. Ладно, если там аут, непонятно. Квадратик поиграем. На какой-то осмысленной игры пока у НПК не получается. Даже когда мяч у них идут забросы, надежда, что мяч отскочит на своего игрока. Часто такие забросы оканчиваются ничем. Потеря мяча. Свою половину поля, чтобы опять загладить мячом. Естественно, такая игра сильно лишает его возможности поучаствовать в атакующих действиях. Так, Чеботаренко все-таки владел мячом, но
Высокая подача на Корсака, но у вратаря руки длиннее, чем у Корсака шея, чтобы дотянуться до мяча. Русецкий не пустил. Я остановил игру, хотя ему говорили, что мяч у нас был. Какая-то Лика хотел что-то разобраться, пустил мяч. Очень много ошибок, как-то не настроение вообще. Пока играет. Так активно шел вперед Корсак. Да, получил желтую карточку. Вроде бы играл мяч, но попал по ноге. Оказана помощь игроку Нафтана. Игра возобновляется. Подает в центр. Гости. Мяч доставлен Корсаку, он дает Толейко. Идет заброс, но... Шинецкий налево. Алексеяна, ну очень сильно. Как можно дать пасу? Они тебе устраивают, Олег Алексеян, Багунов хотел вырезать опять на ход. Чеботаренко. В итоге все-таки мяч. Оказывается, Чеботаренко идет вперед. Пытался подать, но защитник вовремя заблокировал удар. Дачу Олейка Шинецкого. Шинецкий Алексеяна. Кто ж так принимает, жестко мяч так принимает Александр Шинецкий, пускает его и потерял, конечно, в конце концов. Вне игры нападающего Нафтана.
Ругир, Русецкий. Ох, опять рискованные передачи. Так, все-таки в этот раз мяч попал в Чеботаренко. Чеботаренко идет на дальнюю штангу. Попал мяч к Илье Трачинскому, но удар у него получился выше ворот. Удар от ворот. Алейка выиграл верховой мяч. Аут. Да, ну как-то очень сегодня не согласованно действуют игроки МФК. И пока мяч у них. Попытка ставить его Багунова. Багунов сегодня как-то стерегут его двое игроков, но сейчас немножко придержал игрока Нафтана. Судья успокаивает Ярослава. Удивительно, прервал острейшую передачу рукой против Нафтана. За это вообще нужно желтую карточку давать, а тут даже нарушения не заметил. Болельщики возмущены. Но опять на рискованное действие делаем своей штрафной. Русецкий пошел один. Давай, красавчик. Под защитником Нафтана провел, но Владимир Лойко спас команду. Потому что он поможет все-таки набрать уверенность. Мощная пронесение ряду. Выстрелил Нафтан, и пройти их просто так нелегко. Так, Шелецкий, Трачинскому, Трачинский, Чеботаренко, Чеботаренко пытается на Багунова мяч доставить, но перехватывает тогда Нафтана Полейка. Русецкий. Не посмотрел еще на Шенецкий, что Ярослав Багунов в это время как раз заштурмовал Бутса. Ой, все-таки рискованно, как все-таки рискованно играть. Но это Павел Пласкон, он все-таки подача, там никого. Один низкорослый Багунов. Зачем тогда подавать? Шенецкий на Багунова. Багунов пространство получил. Гоняется, куда не заказ. Здесь в центре поля. Остальные стоят чужой штрафной, ожидая, что мяч на блюдечке вынесут. Нет, ребята, надо комбинировать, надо идти вперед и стоять, открываться. Так, запрос опять. Корсака. Корсак принимает мяч. Но его хватает за руку. Ну что сегодня судья делать, я не понимаю. И вновь какие-то. Сейчас хорошо, что Лойко сыграл. Отдал точно пас на Жугира. Жугир заброс на Корсака. Удар, но вратарь не с первой попытки, но со второй закрывает мяч. Все-таки надо было как-то поточнее или посильнее ударить. Евгений Чеботаренко побивал. Хотел на технику, но...
замена Нафтана. У них все по возрастающей. Вместо 17-го игрока выходит номер 18. Отбрасывают гости. Русецкий первого мяча. Выигрывает мяч, но он опять у игроков Нафтана. Оп, какой разрезающий пас. Ну, хорошо, что заблокировали удар Нафтана. Игрока Нафтана, мяч теперь у Владимира Лойка. Годунов разгоняется сам, пытается разгоняется. На Русецкий будет подавать штрафную. Нет, он немножко дальше туда. Там никого на подборе, там на подборе только игроки в желтой форме. Нет, все-таки Алексеян вырезает мяч. Эх. Ну, нужно пробивать, нужно бить. Они все-таки удар наносят, но игроки и Нафтана. И, естественно, от ворот. Эх. Хороший был момент. Очередной. Так, теперь нужно возвращаться в защиту. Решил попытать счастье. 11 номер. Так, готовится выход на замену Джок. Менять он будет, скорее всего, Сергея Русецкого. Потому что он просил замену. Да, так и есть. Уходит Русецкий, выходит Сергей Кошев. Ну и Нафтана замена вышел. Следом за 18 номер вышел 19-й. Повтор возвращающий. Вместо 9-го 90. В общем, НПК идет ва-банк. Очень, конечно, не хватает Александра Брина в наших действиях, который всегда сохраняет спокойствие и в атаке может помочь. Драма получена еще в первом туре, пока не дает ему возможности играть. Но Корсак скидывал, надеясь, что кто-то будет из игроков на подборе, но мяч на Виталийка достался. Пласконный. Опять на Корсака. Корсак выпрыгивал, но все-таки мяч ушел в аут. После его сброса головой. Что это? Опять в ровном месте. Вот, повезло, что просто игроки Нафтана не разобрались между собой. И выход там 3 в 1 не удался. Но и атака на Полоцка продолжается. Что такое было? Ну, Куда вы смотрите? Куда вы, блядь, смотрите? Проваливается сейчас Александр Шинецкий, это его уходит игрок Нафтана и забивает гол. Да заходи спокойно. 1 в 1. Это позор настоящий. Становись автобусом в ворота. Чего Нафтану подсказываете? Чего ты ничего не умеешь? Хорош орать. Вы или болеете за команду, или хотя бы не оскорбляете ее. Мне не нужно спрашивать, просто... Совести нет, лучше. Четвертый раз приходится нападать с центра поля.
несколько ошибок. Но сейчас приходится рисковать и, естественно, вот такие вот атаки неизбежны. Но с другой стороны, очень как-то уж легко ушел нападающий Нафтанович. Опять судейский судья молчит, но... Богунов считал, что было нарушение, судья опять считал, что не было. И вновь. И снова один игрок может двоих обыграть. Раскачивает, пытается раскачать Талейка. Игрок Нафтана. Дает пас в центр. Байди последует направо, на фланг. Манное движение. Да. Слава богу, что... Нет. Богунова накрывается за трое. И наконец-то судья замечает нарушение. Длинный заброс, слишком на линии. Аккуратно на атаку. Удар от ворот. Нафтан теперь будет спокойно доигрывать матч, надеясь на быстрые контратаки. Давай! Богунов наконец-то оказался. Теперь надо кому-то под удар дать, кому-то под удар, но кто, никого нету. Да, пытается сам решить ситуацию, но с такого угла крутить не удалось. Выше ворот. В другой позиции Богунов никого не увидел с партнера, чтобы можно было накачать его под удар. Они раз выигрывают верховую борьбу. Ковсак из глубины. Чеботаренко. Давай! Богунов уступает Алейко вести мяч в игру. Далеко будет бросать. Максим. Богунов руку скинул. Прорывается. И судья назначает опять штрафную. Опять опасную группу против вратаря. Фиксировал. Хорошо, Чеботаренко прорвался к воротам, но последний тянулся за мячом и задел голкипера костей. Не думаю, конечно, что он так сильно его задел. Но Нафтану спешить некуда. Давайте, ребятишки. Можно Два 19-х номера сошли в центре поля. Мяч достался нам. Алейко выбросил.
Батаренко опять уходит игрока Нафтана, простреливает центр. Надо забивать, надо бить. Нет, уже заблокировал. Защитники уже все. В итоге угловой, всего лишь угловой. Чего думаешь? Подстрой бей! Ищи партнера, беги на себя! Нету Говорит. Дает Багунов. Взять мяч. Опасная ситуация, но выбивают игроки Нафтана. Ну зачем? Поспешил. Александр Шунецкий теперь. Они вдвоем Скалейка не дал сыграть игроку Нафтана как надо, развить атаку. Жугер. Ох. Хотел Джок сыграть эффективно, но получилось не очень хорошо. Так, перехватывает опять хороший мяч. Чеботаренко. На Корсака. Пытается отыграться Корсак. Так, показывают игроки пока что опять так рукой сыграл Нафтана. Судья на это не реагирует, кто реагирует на нарушение Чеботаренко против 10-го номера. Так, замена еще одного Нафтана. Ушел 11 номер. В игру вступил номер 7. Да, 11 это был, как вы поняли, Александр Филонович, бывший игрок Пугашев. Так, атака развивается левым флангом. Алексеян. Трачинский. Кошель. Ух, хотел прострелить вдоль линии. Тарской. Джок. Но угловой. Так, Багунов будет подавать. Ну, как-то уж очень неудачно подал. Ярик. Так, принимает мяч. Пойдет сам обыгрывать, ну и теряет мяч. Да, это зря уже. Вот и своей половины поля стартует игрок НФК. Естественно, вне игры никакого нету. Но успевает вернуться Шунецкий. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ну! Да. Могло все закончиться гораздо хуже, но последний пас у игрока Нафтана не получился им. Мяч голкипера Лой. Корсак ошибся в центре поля. Длинный заброс на Джока. Так, Кошель принимает мяч. Не, ну там пытался в падении дать пас, но не получилось. Так. Скалейка сбивает. Не вовремя. Но быстро разыграли мяч. Чеботаренко. Ну кому? Там никого не было. Максим в это время остановился. Евгений не посмотрел, что справа никого нет и отдал. Слева, вернее, никого нет и отдал пас. В пустоту.
раскрепощенно играет игроки Нафтана. Большинство игроков МФК впереди. Тут образуются вот пустые зоны, когда можно было пас отдать спокойно через полполя. Расстреливай! Вообще что? Да бей, ты беги! Смотри, он даже не бежал, он просто пушит. Это очень странная игра в нашей защите. Судорога свела ногу. Не, на самом деле могли бы хотя бы один пацанам. Не вот это, что сейчас. Черная вот эти белые. Я не сегодня. Судья не дает игроку нашему вернуться на поле, а в это время защита остается 2 человека. Наконец-то разрешает Джугиру вернуться на поле. Мяч у него оказывается сразу же Чеботаренко. Пытается вписать хотя бы один мяч. Мукачи. Так, Бабунов. Опережает его защитник Нафтана. Нарушение в центре. Матч перешел, матч перешел такое спокойное русло, вернее как спокойно. Пока ничего не получается. Мне когда получается, то гол забить не получается в атаке. А в защите вообще каждая атака Нафтана практически как голевой момент. Вот опять расступились почему-то вдвоем. Ну, хорошо, хоть игрок Нафтана не смог как следует догнать мяч. Чеботаренко принял мяч, но принял неудачно, поэтому и пас вышел в никуда. Ни Богунову, ни... Так. Опять судья не заметил игру рукой, причем ни один, ни второй. Замена у Нафтана. Естественно, не спешит. Потом на Джугира, Джугир дал Чеботаренко,
дали по ноге. Нарушение правил. Будет, наверное, заброс штрафную. Атака закончилась ударом поворота, вернее, в сторону ворот. Голкипер Нафтанов будет мяч в игру. Показалось, что да, там на пару метров опережал защитников, наших защитников вокруг Нафтана. Я с задержкой свистнул. И снова заброс вперед один, если там кто-то поборется. Поборолись, даже удар такой несложный для вратаря. Вот, легко. Тем временем основное время матча истекло, пошли дополнительные минуты. Опять какая-то дыра. На левый фланг вообще свобода, никого нет. Игрок Нафтана решил не убивать, а там просто пробить. Получилось не точно. Вот когда легко отделались. Одна из последних атак в этом матче, в котором уже ничего не изменить. В плане того, кто победит, можно только... Нет, уже, наверное, и сократить счет не удастся. Эшелоном по нам сегодня проехался Нафтан, как раз тем, который на дальнем плане сейчас идет. Да, странный. Опять действительно вышел от игроков Нафтана. Это уже принципиальное значение не имеет, для судьи имеет. Так, еще и замену. Талейка вел мяч. Корсака. Бегают, что не бегают? Шенецкий, наверное, будет сейчас далеко посылать. Нет, отдает назад. Плосконному. Плосконный. На Трощинского. Трощинский опять на Шенецкого. Так, мяч доходит до Талейка. И он... Если бы даже мяч достался Корсаку, там уже было вне игры. Да, как-то с очень тревожным настроением мы подходим еще к матчу с Рухом. Кажется, неплохо было бы просто в штрафную навешивать.
Судья смотрит на секундомер. Видимо, еще какое-то время есть. Ну, вот, наверное, это будет последняя возможность. Да, какая-то небольшая заварушка. Вот они поделили игроки команд. Ой-ка, иди забей! Подача. Сбивает перед собой. Удар. И выше ворот. Ну, кто-то совершенно не идет сегодня. В защите неудачные моменты голевые, только один из многих. Судья, свистим! Нет, свисток. Пускай домой. Ну, замены, плюс. Наконец звучит финальный свисток. К сожалению, мы выступаем 1-4. Хотя повели 1-0, но... Да, очень. Это полюбас. Биатлонист.